Хандыге на февральском совещании учителей обсудили приоритеты развития образования Тампунского района. В беседе приняли участие представители Министерства образования, администрации района, директоры школ, педагоги и родители. Репортаж Марии Винокуровой. В Хандыге на февральском совещании учителей обсудили приоритеты развития образования Тампонского района с участием представителей Министерства образования, администрации района, управления образования, директоров школ, педагогов и родителей. Был рассмотрен целый ряд вопросов. Федеральные и государственные образовательные стандарты дошкольного образования, практика изменения образовательной среды, реализация социально значимых проектов в условиях малого села, ассоциация молодых педагогов как один из механизмов консолидации и развития системы образования. Первые 2 недели мне очень трудно было свыкнуться о том, что я учитель, что на меня такая огромная ответственность, что надо учить детей, давать им материал и тому подобное. И чтобы в будущем, чтобы будущим педагогам не было так тяжко, так сказать, да, мы создаем эту ассоциацию молодых педагогов. Дошкольные учреждения первыми в республике обобщили и распространили свой опыт по многим актуальным вопросам. Развивающий дизайн дошкольных учреждений, применение информационно-коммуникативных технологий в работе со старшими дошкольниками. Сегодня с переходом на новые механизмы финансирования и консолидации всех органов власти в Тампонском районе свыше 30 дошкольных образовательных учреждений имеют свой автотранспорт. 50% детских садов находятся в каменных зданиях. Этот учебный год в районе объявлен годом гражданско-патриотического воспитания. И вся работа школы сейчас нацелена на патриотическое воспитание наших детей. Второй год тампонские педагоги активно участвуют в республиканской профессиональной деловой игре «Профи-учитель». Лучшими учителями, получившими 100 баллов, стали преподаватель химии Джабаркихаинской средней школы Семен Канаев и учитель истории Мигналданской средней школы Светлана Винокурова. В числе приоритетных задач в учебном году были названы обеспечение методическим и практическим сопровождением реализации ФГОС во всех дошкольных организациях, разработка комплекса мер по реализации концепции развития дополнительного образования и многое другое. Мария Винокурова, Чулстан Толстяков, НВК Саха, Хандыга.